Хөрмәтле Мәскәүдәге татарлар штабы. 2024 ел авыр ел булса да, без аны үттек. 2025 елга аяк басабыз. Бик күп кызыклы чаралар узды. Бик күп кызыклы кешеләр, шәхесләр монда җыелды. Һәм инде 2025 елда штабка тагын да үсәргә, яңа үрелергә, яңа шәхесләрне монда чакырып, менә булай шулай ук яшьләрне җыярга. 100, 150, 200 татар яше җыелсын монда. Аллаһ Тәгалә Мәскәүдәге татар штабына җиңеллек бирсен. Bütün эшләрдә уңышлар, шулай уңышлар Гөлнарга әйтәсем килә, Рөстәм Файзович әйтәсем килә. Алар булганда штаб эшләячәк. Татарстанда, Мәскәүдә татарларның мөхитен арттырачак дип өметләнеп калабыз. Хөрмәтле Мәскәүдәге яши торган татарлар, башкортлар, сезгә иң изге теләкләремне теләп, Түбән Камадан Кама Аръяк җирлеге зонаның татарлар һәм төрки халыклар милли конгрессы рәисе Хабибуллин Давыт Илгиз улы. Уважаемые россияне, от всей души, от всего сердца, поздравляю с новым наступающим 2025 годом. Также поздравляю всех, которые находятся не только на территории Российской Федерации, но и всех православных христиан, и всех наших братьев, сестер, друзей, все, которые находятся в дальнем зарубежье, за границей. И хочу, кроме поздравления, еще добавить, всем желаю крепкого здоровья, чистого мирного неба, мира, добра, чтобы в каждой семье царствовало добро, чтобы везде была благодать, чтобы люди любили друг друга, понимали. И чтобы люди, которые в этом году будут встречать новый 2025 год, все свои желания у них исполнялись и мечты все сбывались. То, что притворяется в жизни, все сбылось. С новым наступающим 2025 годом. Долгих летам им всем жизни. Всех вас поздравляю с Новым годом. Дай Бог счастья, здоровья, благополучия, миром. Дай Аллах, чтобы следующий год Новым годом, то есть имею в виду, был удачи для всех наш, счастья в нашем семье, в наших делах, в нашей жизни, где мы не были бы, чтобы были мы на пути истину, где мы не были бы, чтобы мы были благоразумным, идти по тот пути, который наши предки дошли до сегодняшнего дня, сохранили наши свои традиции, культуру, обычаи. Я очень благодарен от штаб татаров, который здесь собирается каждую неделю почти 2 раза, иногда бывает по 2 раза, иногда бывает раз в неделю собирается все молодежи. Здесь они познакомятся, здесь они то есть слушают про свою историю, культуру, традицию. На самом деле это огромное дело. Я очень благодарен именно Рустам Файзовичу за такой организации, за такой успехов, который проводит разные мероприятия на разным уровнях. Часто, если так берем в месяц, может быть по 5-6 мероприятий проводит. На самом деле это огромное дело, огромный труд, огромные службы для своего народа, для своего не только там татаров, а туркоязычного народа. То есть касается более 22 стран, то есть граждане стран мира, которые начинаются Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и остальные, кто является туркоязычником. Дверь штаб татаров открыта для всех. На самом деле это огромное дело. Также желаю удачи,
чтобы на следующий год был еще к лучшему, чтобы больше воспитания, больше службы для своего соотечественников, для своего народа они могли служить. Я приехал из Самары, Шакуров Ильяс Гумерович, президент Самарского областного татарского общества Тугантель, родной язык, член Общественной палаты Самары, профессор кафедры экономики и экономической безопасности и etc. Приехал сюда по приглашению Рустама Фаизовича, потому что он сказал, что очень интересный народ здесь собирается. Мне уже, там много лет меня уже приглашают сюда. Но так как вот я хотел с московскими татарами какие-то контакты завязать, но все никак все это не получалось. Вот сегодня же приехал, даже по другим делам, решил обязательно заскочить. Мы в Самаре, одно из наших направлений, 12-й год, 12 лет уже издаем такой журнал «Самарские татары». В январе месяца с Божьей помощью, с помощью Всевышнего, выпустим первый номер журнала «Татары России». Хотел и этот вопрос обсудить с местными татарами, какой они хотят и могут принять участие в издании данного журнала в плане содержания, может быть, материальной какой-то поддержки, организационной поддержки, потому что есть понимание, что татар в России много, татары, как моя дочь говорит, папа, ты везде татар находишь, и действительно так, и в Египте, и в Турции, и в Алжире, где только татар я не находил. Поэтому потенциал татар, татарского народа и в деле участия в успехах нашей великой Родины России и в успехах в деле сохранения нашей традиции, нашего языка, нашей культуры, мне кажется, татарам разных регионов, разных городов есть как объединяться, есть зачем объединяться, есть каким образом объединяться, для чего объединяться. И вот эти вопросы мы хотим поднять в новом журнале своем «Татары России». Я привожу пример к своим местным татарам. У нас в Самаре есть несколько татарских общественных организаций. И, к сожалению, системностью мы похвалиться большой не можем. Вот такого штаба, который бы консолидировал бы, объединял бы, ставил бы задачу перед татарами и способствовал решению проблем, претворяя в жизнь несколько каналов финансирования и со стороны бюджета Российской Федерации, со стороны региона, со стороны города и со стороны меценатов, простых татар. Потому что такими усилиями, такой ресурсной базы, мне кажется, татарам и регионов, и России очень многие задачи вполне по плечу. Меня зовут Валерий Львович Овчинников. Я являюсь офицером запаса, майор, ветеран военной разведки. Начинал свою службу в армии, будучи помощником военного атташе при посольстве СССР во Франции. Провел во Франции 3 года сначала и потом еще 3 года, то есть в общей сложности 6 лет. После армейской службы 6 лет работал в управлении зарубежных связей мэрии Москвы. Застал полностью становление новой российской власти городской. В управлении зарубежных связей готовили договоры о дружбе и сотрудничестве со странами Европы и Азии. В том числе неоднократно переводил переговоры Юрия Михайловича Лужкова с Жаком Шираком 4-жды. Проводили Дни культуры Москвы в Белграде. Затем жизнь позволила работать во Всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России», которая в настоящее время уже существует более 20 лет. Это те люди, с которыми я работал, герои. Это люди, из которых можно гвозди делать, и крепче гвоздей не будет. Это люди, которые построили ВАЗ, КАМАЗ, БАМ, создавали промышленность нашей страны, оборонную промышленность в том числе. И сейчас все это служит нашей стране, в том числе помогает бойцам специальной военной операции. Я сейчас на пенсии, но продолжаю работать в Совете ветеранов и в последнее время назначен председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Юго-Западном округе районе Теплый Стан. У нас сложились тесные связи с 51-й средней школой, которую Гаврилова Наталья Анатольевна возглавляет очень много лет. Эту школу мои дочки закончили. И теперь я хочу передать молодым людям, которые учатся там, тот опыт, который мною впитан, можно сказать, с молоком матери. И именно люди, с которыми я работал в последнее время, они и создавали всю мощь страны. Страны,
которая сейчас является движителем мирового прогресса, которая стала независимой. За последние годы при нашем президенте Владимире Владимировиче Путине поднялась на небывалые высоты, объединяет многие страны мира, становится центром притяжения всех стран, которые стремятся к независимости и созданию многополярного мира, чтобы отойти от гегемонии Соединенных Штатов, которые долгое время руководят всем и вся. И то, что сейчас происходит на Украине, в общем-то, на части территории бывшего Советского Союза, это все связано с политикой США, которая еще со времен Аллена Даллеса с 1947 года была направлена на то, чтобы разрушить ту страну, которая стала, в общем-то, провозвестником нового мира. И недаром бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, огромный противник Советского Союза, высказал такую мысль, что самое большое преступление Соединенных Штатов заключается в том, что они разрушили нашу систему воспитания и лишили мир понятия «советский человек», который воплощал в себе все самое лучшее, что было создано в человечестве за многие-многие годы, не побоюсь такого слова, тысячелетия. То есть это было воплощение всех мировых религий в кодекс строителя коммунизма. И вот даже Киссинджер сокрушается, что Соединенные Штаты эту систему разрушили. Что хочу сказать молодым людям? Я хочу сказать, что наша страна – это светоч для всего человечества. И именно с Россией весь мир воспрянет. Под руководством России будет создана новая цивилизация, которая поведет людей ко всеобщему счастью и процветанию. Об этом даже говорил Сидик Афган, всемирно известный прорицатель, который в свое время, 9 февраля 2022 года, выступал в Трудовой доблести России целых 2,5 часа. Там присутствовали очень хорошие люди, герои труда, герои Советского Союза, и все его слушали с задыханием сердца, и он сказал, что за Россией будущее. Россия воспрянет и поведет за собой весь мир. А Соединенные Штаты угаснут. К этому ведет все. Потому что они, завладев всеми богатствами, создав свою федеральную резервную систему и печатая деньги, хотели бы разрушить все. Но этого им не дано. Будущее за Россией, будущее за народами всего мира и за многополярным миром.